Роль уйгуров в создании улуса Джучи, Золотой Орды. В 1224 году Монгольская империя, управляемая уйгурскими советниками, выделила сыну Чингисхана Джучи улус, а в 1235 году второй сын Джучи, Бату, покорил русские княжества и разгромил государства Центральной Европы. Бату расширил территорию и основал огромную Золотую Орду со столицей на Волге, Сарае. Золотая Орда продолжала использовать военно-административную систему управления Чингисхана, ее ядро – монгольская армия и уйгурская бюрократия. Уйгурская письменность – государственная, как и во всей Монгольской империи. Внутри самого ханства старший брат Бату Орда Эджин получил Кок-Орду, а младший брат Шибан свой улус. В 1255 году хан Золотой Орды Бату умер. Его старший сын Сартак и четвертый сын Улахчи правили менее года и скоропостижно умерли. В итоге младший брат Бату, Берке, взошел на престол. Великий хан Монгольской империи Мунке, которому Золотая Орда еще подчинялась, был обеспокоен скоропостижной смертью двух племянников, однако Берке принес клятву верности, и Мунке утвердил Берке ханом Золотой Орды. В это время брат Мунке, Хулагу, пошел в поход, взял Багдад и уничтожил аббасидский халифат. После взятия города была устроена резня. Почти 200 тысяч мусульман погибли от монгольских мечей. Последний аббасидский халиф Аль-Мустасим был казнен по приказу Хулагу. В те времена уйгур Куркус после Золотой Орды управлял Хорасаном. Берке к тому времени уже принял ислам, и резня мусульман и убийство халифа привела его в ярость. Хан Берке разгромил уйгурскую несторианскую партию влияния в Золотой Орде и стал назначать людей только исламской веры. В 1259 году Берке, чтобы накопить средства для похода на Ильханат Хулагу и отомстить литовцам за вторжение в земли Золотой Орды, вновь начал западный поход, разграбив Литву, а затем взял столицу Польши, Краков, вынудив Литовское и Новгородское княжество подчиниться Золотой Орде. Уйгуры-бетикчи-несториане перешли в христианскую Русь. В это время великий хан Мунке погиб в походе на Китай. Его братья Хубилай и Арикбуга начали борьбу за престол. Берке встал на сторону Арикбуги, а Хулагу поддержал Хубилая. Уйгурские советники не смогли их помирить. В 1260 году Хулагу потерял своего полководца Китбуку в битве против мамлюков в Египте и был разбит. Берке заключил союз с мамлюками против своего двоюродного брата Хулагу. В 1262 году Берке выдвинул войска по двум направлениям в наступление на Ильханат Хулагу. Главные силы западной армии под командованием Нагай-Беклербека напали на Кавказ, принадлежащий Ильханату. Улагу выступил навстречу, но был разбит Нагай-Беклербеком на реке Терек и отступил. В это время в соседней Византии произошел переворот. Император Михаил Палеолог ослепил и посадил соправителя Иоанна Ласкариса в тюрьму, став единоличным правителем. Сестра Иоанна убедила мужа, болгарского царя Константина, выступить на помощь брату. Болгария была вассалом Золотой Орды. Царь Константин попросил помощи у хана Берке, расписав богатство Константинополя. Ирке помнил, что Михаил Палеолог обещал выдать свою дочь Марию за Хулагу и породниться, что вызывало недовольство Берке. Берке отправил Нагай-Беклербека с 20 тысячами всадников в наступление на Византию. Михаил Палеолог собрал войска для обороны, и в Болгарии развернулась битва. Михаил потерпел сокрушительное поражение и бежал в Константинополь. Нагай разорил Фракию и осадил столицу империи. Результатом стало заключение мирного договора. Чтобы закрепить союз, император Михаил Палеолог выдал за Нагай-Беклербека свою дочь Ефросинью. Рак с византийской принцессой стал символом могущества Нагай-Беклербека и гарантией союза с Византией. Нагай поддерживал уйгуров, они были незаменимыми специалистами по управлению и делопроизводству. В 1265 году Хулагу умер. Ильханом стал его сын Набага. Ирке отправил Нагай-Беклербека во главе войска на Кавказ, где тот потерпел несколько поражений, был ранен в глаз и получил прозвище «Одноглазый». Ирке выступил ему на помощь, но заболел и умер в 1266 году по дороге к Тбилиси. Нагай возвел на престол другого внука Бату, Мингу-Тимура. С тех пор власть в ханстве разделили между собой Нагай и Мингу-Тимур. Во времена правления Мингу-Тимура в Центральной Азии столкнулись интересы трех крупных частей Монгольской империи – улуса Джучи, Чагатая и Угадея. Формально все они признавали власть великого хана Хубилая империи Юань,
но фактически каждый стремился к самостоятельности. В результате они, без Хубилая и Хулагу, собрались на Курултай в 1269 году, разделили спорные территории и создали союз против Хулагу, с которым Золотая Орда воевала на Кавказе. При Мингу-Тимуре в Золотой Орде мирно сосуществовали все религии. Уйгурские партии буддистов и несториан вновь усилились. Ярлык 1267 года освободил православную церковь от всех налогов. В 1275 году Нагай организовал масштабный карательный поход на Литву, чем укрепил свое положение. В 1279 году Нагай и Византия как союзники напали на Болгарское царство, и Нагай установил контроль над Болгарией. В 1280 году хан Мингу-Тимур умер, его брат Туда-Мингу стал ханом, но реальную власть имел только Нагай. В 1289 году Нагай вновь вторгся в Польшу, разграбил окрестности столицы. После очередной западной экспансии Нагай-Беклербека его внутреннее влияние в Золотой Орде еще больше возросло. Он неоднократно менял ханов, фактически став верховным правителем Золотой Орды. Золотая Орда достигла пика военно-политического влияния и восстановила веротерпимость и стабильность. Заключила союз с ведущими державами, подчинила вассалов. Но в 1290 году Нагай поставил ханом сына Мингу-Тимура, Токту. Токта не желал быть марионеткой и в 1297 году начал войну с Нагаем. Они встретились у реки Дон, но Токта потерпел поражение и вернулся в столицу Сарай. В 1299 году Токта вновь собрал войска, и на правом берегу Днепра произошло генеральное сражение, в котором Нагай погиб. Токта затем разбил его сыновей и укрепил свою власть. При Токте уйгуры-буддисты, представители духовенства и чиновничества, пользовались значительным влиянием и занимали видное положение при ханском дворе. Арабские историки Алберзали и Ибн Касир пишут: Токта любил уйгуров и оказывал им большой почет. В 1312 году Токта умер. Утемиш Хаджи пишет: Баджир Токбуга из Омака уйгур, с сильными родами и племенами, воспользовался отсутствием у Токта наследника, провозгласил себя ханом и подчинил себе весь народ. Узбек, сын Тагрула, брата Токты, жил в изгнании на Кавказе. В 1313 году Узбек прибыл на Курултай с 40-тысячным войском и убил уйгура Баджира. Узбек провозгласил себя ханом. Хан Узбек казнил более 100 чингизидов и уйгурских чиновников, тенгри, буддистской и несторианской знати, и объявил ислам государственной религией. Массовая исламизация при правлении Узбек-хана привела к тому, что арабская графика стала постепенно вытеснять уйгурское письмо. В 1340 году хан Узбек умер, его сын Джанибек убил своих братьев Танибека и Хызара и захватил престол. В 1357 году Джанибек вторгся в столицу Тибриз и поставил своего сына Бердибека править там, но вскоре тяжело заболел. В том же году Бердибек убил тяжело больного отца и казнил всех ближайших родственников, а своего 8-месячного брата лично убил, разбив озимь, и взошел на трон. Бердибек уничтожил всех наследников Бату, тем самым прервав правящую династию ханов. Он сам был убит в 1359 году. 20 лет шла борьба за власть, и сменился 21 хан. В результате власть перешла к темнику Мамаю, даже не Чингизиду. Золотая Орда стала дробиться на отдельные ханства. В 1376 году Тохтамыш при помощи Тамерлана стал ханом Белой Орды, затем разгромил Мамая и вновь объединил Золотую Орду. Тохтамыш начал захватывать земли на Кавказе и в Хорезме, территории, которые Тамерлан считал своими. В 1391 году Тамерлан выступил в поход против Тохтамыша. Перед походом Тамерлан оставил знаменитую карсакпайскую надпись на уйгурском языке уйгурским письмом, в котором извещал, что идет войной на Тохтамыша. Тохтамыш был разбит и бежал. Тамерлан поставил ханом Тимур-Кутлуга. Однако Тимур-Кутлуг основал свой улус. Поняв, что Тохтамыш все еще представляет угрозу, Тамерлан организовал второй поход. В 1395 году он вновь сразился с армией Тохтамыша. Ахтамыш потерпел разгром, после чего Тамерлан преследовал его, разоряя все на своем пути, что окончательно подорвало основы Золотой Орды. Ак-Улус-Джучи, созданный гением монгольской армии и уйгурскими управленцами и купцами, стал приходить в упадок в Золотой Орде, когда ее покинули уйгуры. После ухода Тамерлана Тохтамыш попытался вернуть престол,
Но в 1398 он был разбит Тимур-Кутлугом и бежал в Литву за помощью. Литовский князь Витовт вмешался, но был разгромлен. Тимур-Кутлуг вторгся в Киев и Литву, получил выкуп и ушел. В 1405 году Тамерлан внезапно умер при подготовке похода на Китай. В том же году Тохтамыш был убит ханом Золотой Орды Шадыбеком и эмиром Идигу, а его сын Джалал ад-Дин бежал в Литву за помощью. В 1411 с помощью литовцев он вернул престол, но через год его убил брат. В 1423 внук Тохтамыша Улук-Мухаммед вновь с помощью Литвы захватил власть. В 1428 году потомок Шибана, Абулхайр создал узбекское ханство на месте улуса Шибана, но оно номинально еще подчинялось Золотой Орде. В 1430 году Хаджи Гирей основал независимое Крымское ханство. Однако многие считали, что Хаджи Гирей не был чингизидом, а происходил из монгольского рода Кирей. В 1437 году Улук-Мухаммед уступил Кичик Мухаммаду трон и обосновался на Средней Волге, основав свое Казанское ханство. В 1439 году он выступил против Москвы, разграбил Муром и Рязань, пленил великого князя Василия и отпустил за выкуп. В 1440 году ногайский правитель Нур-ад-Дин основал независимую Ногайскую Орду. Затем от Золотой Орды отделилось Астраханское ханство, и учитывая, что еще ранее отделились Тюменское и Казанское ханство, остался Улук-Улус, Большая Орда, сократившаяся до степей между Доном и Волгой со столицей в Сарайберке. Московское княжество воспользовалось этим и расширялось, поглощая северные земли. В 1476 году хан Ахмат отправил послов в Москву за данью, но великий князь Иван III отказался, заявив, что Золотая Орда больше не сюзерен. Разгневанный Ахмат решил объединиться с Литвой и напасть на Москву. В 1480 году Ахмат подошел к реке Угре, но литовцы не пришли из-за нападения Крыма, и Ахмат был вынужден отступить. Это событие подорвало авторитет хана Ахмата и означало конец зависимости Руси от Золотой Орды. На обратном пути Ахмат был убит в засаде Ибак-ханом Тюменского ханства. После гибели Ахмата борьбу за престол Большой Орды продолжили три его сына – Муртаза, Саид Ахмат и Шейх Ахмед. В 1502 году крымский хан Менглигирей разбил последнего хана Большой Орды Шейх Ахмеда, захватил столицу Сарай и положил конец Золотой Орде, его последнему прямому наследнику. Так Улус Джучи, созданный гением монгольской армии и уйгурскими советниками, существовал 278 лет, от основания в 1224 году до падения в 1502 году. Он вырос в могущественную Золотую Орду, пережил расцвет и распад до небольшого Улук-Улуса и исчез. А уйгуры продолжали создавать новые великие государства. Они создали свои уйгурские государства – Турфанский Идикут, Ганчжоуский Каганат, Моголистан и другие, и продолжили свою древнюю историю, сохранив уйгурскую письменность, культуру и память о Великой империи, которую они построили вместе с монголами.